Год был непростой, но насыщенный, говорит Али Дашхаклоев, подводя итоги деятельности регионального министерства по физической культуре и спорта за 2021 год. Так удалось реализовать ряд масштабных спортивных мероприятий. Речь идет и о соревнованиях по бейсджампингу и турнире по самбо на Кубок Главы. Историческим событием министр назвал и победу Мусы Евлоева на Олимпийских играх. Ряд других крупных мероприятий, которые наши спортсмены завоевали, самые высокие медали, поднялись на высшую ступень пьедестала. И, конечно же, развитие спортивной инфраструктуры в городах, в наших городах мы поставили технологическое оборудование, что впоследствии муниципалитеты, администрация районов смонтировали и создали комфортные условия для проведения всех игровых дисциплин. Речь идет о реализации в регионе нацпроекта «Демография», в частности, федеральной программы «Спорт. Норма жизни», в рамках которого обновляется спортивный инвентарь. В Карабулаке уже успели установить технологическое оборудование для прохождения нормативов ГТО. Ежегодно такие площадки будут создаваться, исходя из средств. Сегодня мы имеем прекрасную площадку для таких дисциплин, игровых дисциплин, как гандбол, футбол, баскетбол, чтобы население могли оздоравливаться и пользоваться на бесплатной основе. Собравшиеся подчеркнули, текущий год обещает быть продуктивным для регионального спорта. Уже проведены 3 турнира СКФО в разных дисциплинах. Это прорыв. Али Дашхаклоев выделил наиболее активные федерации и сферы, где еще следует поработать. На подъеме сейчас, я считаю, дисциплина вольная борьба, которая на фоне 2 сильнейших школ в СКФО, один из сильнейших Северокавказский федеральный округ, который считается таким конкурентным. Неплохо вольная борьба, она у нас поднимается. Хочу поблагодарить руководителя федерации Руслана, хочу поблагодарить Мусаева Ибрагима, вице-президента федерации. Хочу всех неравнодушных людей, которые помогают этому виду спорта вольной борьбы. Дисциплина бокс, которая долгое время в какой-то степени стояла в таком замершем состоянии. Ребята работают, проводим максимально для этих дисциплин и сборы, и соревнования. В текущем году региональный Минспорт получил субсидии на поставку спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивной площадки в Сунже. В 2022 году направляли на строительство, в 2022 году направляли всю необходимую документацию Минспорта. Но в связи с тем, что у нас такая ситуация по всей стране, данное строительство было на 2023 год перекинуто, и мы планируем, и мы надеемся, что в 2023 году нам уже выделят субсидии на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в городе Сунжи. Вся документация, я как уже сказал, направлена на Минспорт. Также по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Барсуки и строительству Академии национальных видов спорта в городе Магаз. Также вся документация направлена, но данные объекты будут строиться в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. В заключении были озвучены планы на ближайшее будущее, организация и качество проведения турниров, перспективы развития тех или иных федераций, в частности, спортивной борьбы, бокса и смешанных единоборств. Адам Мережков, Рамзан Зурабов, Новости 24.